В Магайсе прошла итоговая коллегия Министерства по экологии и природным ресурсам. Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия комитета с правоохранительными органами республики в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства. Речь также зашла о зачистке территории от несанкционированных свалок. Салим Хамхоев продолжит. По словам в Рио председателя Комитета Республики по экологии и природным ресурсам Магомеда Бабхоева, основная деятельность комитета в 2014 году была направлена на стабилизацию экологической обстановки, также предотвращение и пересечение негативного воздействия на окружающую среду. В результате этой работы за 2014 и текущий 2015 годы обеспечен прирост запасов полезных ископаемых, показатели эффективности использования минеральной сырьевой базы значительно увеличились. Так, объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2014-2015 годах по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 305% и составил 1 600 000 кубических метров. Основной вопрос взаимодействия с правоохранительными органами для выявления нарушения природоохранного законодательства. Да, ладно, участковый хабир болбат, журта хабир болбат, ерши хунсу связан долго, хам дешевяну, за пределы, хуник الحارة, сахар долбат. Да, лицензии мечая, хумшарни, документ мечая, ерда хабош да хянат, ва участковый болсвич, изъяли карьеры, карьеры яхат, ваш бол хасибич, бол амш буд. Также на совещании был продемонстрирован план по зачистке территории республики от свалок. В нем обозначены все имеющиеся скопления бытовых отходов и установлены сроки их ликвидации для соответствующих территориальных администраций. Также на итоговой коллегии зачитали доклад о деятельности комитета по рациональному использованию недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Ингушетии в 2015 году. Анализ современного состояния минерально-сырьевой базы республики показывает слабую геологическую изученность территории республики в части общераспространенных полезных ископаемых. Неравномерность размещения месторождений стройматериалов расположена главным образом в местах удаленных промышленной инфраструктуры и социальной сферы, требующих больших капиталовложений для начала их разработки. В конце коллегии отличившиеся сотрудники комитета получили почетные грамоты. Салим Хамхоев, Соломбек Аздоев, Новости 24.